Здесь экспозиция построена слева от меня древняя культура мифов. Мы коллекцию показываем мифские, справа ороки, ультинские коллекции. Здесь у нас уголок Северного Сахалина немножко. И наш интерактивчик, то, что можно пощупать, с чем мы встречаем гостей, туристов, школьников. Потому что, знаете, мы стараемся немного со временем, мы постоянно говорим, что не трогайте, не прикасайтесь, нельзя, так неправильно. Вот это вот то, что можно, мы специально разрешаем, с чем фотографироваться. Наша коллекция мы постарались сделать так, что мы рассказываем о народах Севера от рождения до ухода в мир иной. Вот лесники нам сказали, как вести себя в лесу, как заниматься, что делать при встрече с бурым медведем. И наша задача провести технику безопасности среди детей, подростков, граждан, в том числе приезжих, потому что некоторые считают, что можно кормить медведя по дороге Аха, Южно-Сахалинск, чего делать категорически нельзя. И мы про это тоже рассказываем, показываем и объясняем, что можно, что нельзя, почему в природе вот так все устроено. Ну и тоже для фотографии. Ну, у вас, наверное, тоже медведей полно. Полно. Здесь у нас кабинет Владимира Михайловича Санги. Он создан тоже благодаря нашему гранту, который мы смогли выиграть, благодаря Sap Energy. Здесь у нас его документы, письменные источники, документы, грамоты, его книги. Вот букварь, который Владимир Михайлович у нас тут находится, считается лучшим букварем русского языка. Смотрите, какая полиграфия. Здесь у нас недавно, так, что-то я не вижу. Санги. Да, Владимир Михайлович Санги. Ну, самое главное, мы гордимся тем, что у нас есть если что-то мы из архива покупали, то у нас есть 3 фотографии Владимира Михайловича Санги с Юрием Алексеевичем Гагариным. Это то, что вот находится, у нас в фондах находятся оригиналы, в музее 3 оригинала. Мы сделали вот такие хорошие копии, посмотрите. Вот. Владимир Михайлович это передал бесплатно. Они достались нам как по наследству, и это все было бесплатно. Достаточно редко, когда даже в крупных музеях мира находятся фотографии с самим Гагариным. Благодаря Владимиру Михайловичу у нас их целых 3 единицы. Мы очень этим гордимся. Завод Крым. 57-й год. Нам его отказались передать, мы еле-еле упросили, продали нам его. Он рабочий. Да, он абсолютно рабочий. Очень Виталий Иванович, это вышивка у нас, как и картина. Гармошка, туляночка, двухрядка. Или, например, кровать. Мы долго искали железную кровать. Пришлось нам ее купить, потому что отказывались передавать. Буфет. Буфет это самое начало 50-х, конец 40-х, начало 50-х годов. И у нас есть, сейчас покажу, у нас есть... 2 маленькие зарисовочки, если время есть, позволяет время. Я буквально немножко. Здесь на Шмидта вот 2 недели или 3 недели, вернее, назад мы ходили. Да, поход был с ночевкой. Мы знали, что будет сильный ветер, мы не ожидали, что будет снег, в таком количестве. А то, что будет зима, вернее, ветер сильный, мы предполагали. Не все оказались готовы к этому. Сам поход был несложный, единственное, что было холодно, и пришлось вставать в 5 утра, чтобы пройти по дороге до Сланника. В Сланник мы уже по светлу вышли. И было сложно, чтобы не потеряться. В сторону пути есть? В сторону пути? Нет, мне не доводилось ни разу. Летал через Якутию много раз. Он с Якутии. Он 7 раз сватался к моей бабушке. И в конце концов на 7-й раз она дала согласие, как говорится, выйти замуж за Винокурова. Он приехал на Сахалин со своим оленестадом около 2000 и вот здесь обосновался. Но вы знаете, что наступили очень тяжелые годы, когда репрессия началась, то, естественно, он так и ушел в мир иной. Но это у нас в Александровском районе, забыла, там есть памятник. Вот, и там есть, ущельях. и там есть фамилия Винокурова.
Егора Так, Степановича. Дмитрий Прокопьевич. Дмитрий Прокопьевич, но они контактировали очень хорошо, они какие-то там дальние родственники, якобы так. Потому что когда репрессия наступила, вы сами знаете, был такой период, когда все родственники замолкали по этому поводу, потому что репрессированных, сами знаете, это проблема великая для тех же детей, которые родились. Ну вот, когда бабушка с дедушкой познакомились, у них появилась моя мама, Винокурова Анна Степановна, и мой дядя Михаил Степанович. Вот так вот. А ваш дедушка родом с какого наследия? Вот я забыла. Нельзя так резко спрашивать. Честно говорю. Но, может, Нет, книги памяти... я сразу он- чувствую, что какие-то родственные связи у нас есть. Есть, да? Это, да. Ну. У вас в Якутии Винокуровы, Очень Степановы, много. Прокопьевых, очень С много. с моего Поэтому наследия нас- очень много. Потому что вот Дмитрий Прокопьевич, Да. он приехал с Жанкадинского наследия. Да. Мегинский луз, скажи. Мегинская. Мегинский вуз. Ну, он, знаете, Он- вот сейчас как бы, вот тогда говорили купец его, ну, сами знаете, очень проблем много возникло. А сейчас мы его называем меценат, правильно, по идее, да? Он же многое сделал для народа, для населения, и все такое. Для Сахалина. Для Сахалина в какой-то степени, поэтому я думаю, что он Так. большой путь. А материалы А какие-нибудь есть? вы- Есть материалы. Вот если вы будете в Сахалинском областном краеведческом музее, и я вам желаю встретиться с Вишневским Николаем, потому что очень большую работу проделал именно Вишневский Николай, чтобы написать эту книгу «Атасу. Имя Краса Прокопьева». Он приезжал к нам в Да. 2013 Да, да. году в село Киртюр. Да. И брал интервью, Ну, познакомился. встречался да, с да, родственниками Винокурова. То есть Потому с что- вашими Да, словами. он теперь пишет вторую книгу. Или написал. Ну, И у нас по-моему, второй он книги. южно-сахалинский. А еще много как Да. осталось легенд, да? Кроме письменных источников, в советское время все знали эту легенду про зарытое золото. Да. Перерыто там было много, оно не дорыто. Если есть желание, я могу дать эту золотую лопату, там поковыряться. Вообще-то, да, для туристов это может быть одной из изюминок. Сейчас говорят же, что надо развивать. Почему нет? Одной из изюминок можно проложить какую-то тропу по этим местам. Мы, кстати, не против. У нас также проживает, я знаю двоих, это Осипов Александр, отчество не знаю. Он у нас преподавал в школе, во второй школе, был преподавателем физкультуры. Сейчас он работает в нефтяной промышленности, в организации, поэтому такие моменты. Кому? Скажите, Возвращайте. Варвара, Варвара, она жила в Поронайске, но как-то безымянно она ушла, поэтому даже теперь люди не знают, где ее могила. Это его дочь. потерялась могила, да? Да, даже потерялась могила. Но если только старожилы, Варвара, Поронайске, это это его дочь. это его дочь, Это его правильно, да. дочь, да. Они брали на воспитание мальчика. Детей не было своих, да? Детей не было своих. Татьяна Васильевна, я вот привез с родного Аласа землю. Мне здесь оставить? Посоветовать куда? Потому что мы не знаем, где его могила, вот именно Дмитрия Прокопьевича. И вот, Нет, вы знаете, вот здесь такая тонкая грань. Мне кажется, вот достоин все-таки Вишневский Николай. Во-первых, Николай он Васильевич. поработал, да, Николай Васильевич, он поработал очень, перелопатил целую кучу документов, к вам ездил, потом по Сахалину он здесь много раза собирал к нам материал, приезжал, да. в 93-м И поэтому, мне и кажется, все-таки надо через как-то у него разрешение спросить. Все-таки надо, желательно так. Если музей, чтобы он передал музей, да? Да, или чтобы он передал музею, или, может, в краеведческом этом музее осталось все. Это было бы лучше, как-то более надежнее. Спасибо.